Вот твоя позиция, вот если тебя выберут, с кем ты будешь там объединяться по Крыму, и какая твоя личная позиция в отношении борьбы за Крым? У тебя вот на это 3 минуты, вот, пожалуйста. Ну, безусловно, Крым это территория Украины, которая по праву является территорией Украины и которая является оккупированной. То есть и никаких по этому поводу компромиссов, я думаю, что не может быть. Вот, любые попытки как-то там позиционировать это как давайте на что-нибудь обменяем. То есть, На Донбасс якобы, например. Да, ну то есть там надо не забывать, что то есть, это, во-первых, это люди. То есть это люди, которые там и сегодня живут. Это люди, которые были вынуждены оттуда уехать, но которые эту землю по праву считают своей многие века. Вот, потому я полагаю, что это вообще не лежит в поле каких-либо компромиссов. Вот, равно как и земля Донбасса и Луганщины. Вот, и я уверен, что право крымских татар должно быть на автономию, должно быть закреплено в Конституции. Крымские татары это заслужили веками, вообще говоря, своей жизни там. Вот, и заслужили, еще выстояв в ходе всех репрессий, которыми они подвергались в годы советской власти. А теперь, ну вот это, так сказать, такая прям реинкарнация советской власти. То, что происходит, мы знаем о многих событиях, которые сейчас происходят в Крыму. И как угодно, ну то есть вот было НКВД, потом КГБ, сейчас это там, ФСБ и что угодно. Да.